За 25-30 лет облик этого города изменился до неузнаваемости. Сегодня мегаполис не только административный центр, но и точка притяжения туристов со всего мира. Привет всем! Это Travel & Comfort с Мади Фазл, и мы в жемчужине Центральной Азии, столице Казахстана, Астане. Ее называют одной из самых холодных столиц мира. Зимой здесь температура воздуха может достигать минус 40 градусов Цельсия. Но согревает в любую непогоду и жителей, и гостей главного города страны удивительный столичный вайб, который больше нигде не встретишь. Космические и сюрреалистичные городские пейзажи придают Астане статус футуристической столицы планеты. Этот мегаполис напоминает суперсовременную версию фантастического города будущего. И сегодняшнее незабываемое путешествие мы решили начать с отеля, входящего в топ нестандартных достопримечательностей Астаны. Вот уже около 100 лет сеть отелей этого бренда славится своим высоким уровнем обслуживания. Это особенность и ультрасовременного роскошного отеля в Астане. Отель с рестораном, крытым бассейном и баром на крыше с захватывающим видом на город расположен на территории знаменитого выставочного комплекса «Экспо». В отеле работает ресторан с просторным, элегантно оформленным обеденным залом, а на крыше здания открыт бар. После насыщенного дня гости могут отдохнуть в спа-комплексе, который включает в себя крытый бассейн с подогревом, соляную пещеру с гималайской солью, сауной и хамам. Для любителей активного образа жизни доступен фитнес-центр, оснащенный современными тренажерами. Основатель мировой сети отелей еще 100 лет назад выделил 3 главных принципа своего детища. Клиент должен получать бесплатно максимальное количество услуг. Все необходимое клиенты могут купить в отеле, и деньги должно приносить все пространство отеля. Следует этим фундаментальным ценностям и столичный представитель мировой сети. Высочайшего уровня сервис, европейский комфорт и традиционное восточное радушие – это составляющие успеха американской мировой гостиничной сети в Астане. Переступив порог отеля, вы ощутите особое отношение к национальным традициям степного народа. Символы здесь повсюду. К примеру, золотой саксаул в холле напоминает нам о вечности природы, мудрости и казахском гостеприимстве. А копия золотого человека олицетворяет независимость нашей страны. Приятно, что копии уникальной находки можно встретить практически во всех городах нашей необъятной родины. Номерной фонд отеля составляет 253 номера. В него входят такие номера, как стандарт, Suite, Executive Suite, Deluxe и президентский номер. Только взгляните на эту кровать. Невозможно устоять, чтобы не сделать так. Отель также располагает идеальным пространством для проведения мероприятий и конференций различного масштаба и уровня, будь то правительственные встречи, деловые семинары или международные научные конференции. Расскажите, пожалуйста, о том, какие основные различия между этим отелем и другими отелями этой сети в мире. Каждая гостиница уникальна своим дизайном и, конечно же, месторасположением. Кроме того, безусловно, на архитектуру и интерьер здания влияют и традиции, и культура той страны, где мы открываем свой отель. Вместе с тем, конечно, есть единый высокий стандарт во всех отелях нашей сети. В Астане отличием, конечно, является наше уникальное месторасположение. Мы находимся в шаговой доступности от выставочного центра «Экспо» и всего в 15 минутах езды от аэропорта. Поэтому наш отель — это прекрасное решение для деловых путешественников.
В отеле есть много символических и традиционных элементов. Можете ли вы подробнее рассказать о них? Мы об этой особенности нашего отеля всегда говорим всем нашим гостям. Фраза, которую я говорю постоянно, звучит так. Это американская марка, американские высокие стандарты для пятизвездочного отеля, но с очень глубоким местным колоритом. Вы можете увидеть этих орлов сверху. Затем у нас есть собственный золотой человек. У нас есть саксаул, потом все рисунки и пиктограммы на стенах и коврах. Это действительно глубокое соприкосновение с историей и традициями. Для деловых путешественников, конечно же, первое, что вдохновляет и оставляет наиболее эффективное впечатление от отеля, это атриум. Некоторые даже говорят, что это напоминает им круизный лайнер. Направление ивентов — это ваш выбор или это происходит естественным образом? Могу сказать, что и то, и другое. Прежде всего, это большая работа команды по продажам. Например, если мы знаем, что мероприятие запланировано на следующий год, то мы уже начинаем искать организаторов. Наше комфортное пространство идеально для мероприятий различного масштаба. К слову, проблем с наполняемостью у этого пятизвездочного отеля нет. А все потому, что в деловом центре страны, в Астане, проводится множество ивентов разного формата и уровня. Основной контингент — предприниматели и бизнесмены. С учетом гостей, для которых действует принцип «время – золото», завтраки здесь подаются молниеносно, а качество продуктов и изобилие выбора способны удовлетворить любой запрос. Even for the breakfast, guys, you can taste. На завтрак среди богатейшего ассортимента шведского стола вы можете попробовать что-то в корнере с национальными угощениями. От традиционных блюд до сладостей. Итак, здесь у нас есть курт. Настоящая находка для гастрономического наслаждения. Попробуем на завтрак и национальный напиток кымыз. Очень питательный. Превосходно. Удивительно. Замечательно. Превосходно. Первым о волшебном напитке степей миру поведал Геродот. Кочевники верили в целебную силу кымыза для лечения различных болезней и укрепления ослабленного иммунитета. Думаем, что употребление его на завтрак – прекрасное начало дня. Несмотря на огромное множество очевидных плюсов, здесь можно остановиться только ради этого захватывающего шикарного вида из окна. Представьте, вы просыпаетесь утром и видите этот удивительный пейзаж за окном. К слову, панорамные окна отеля выходят на Экспо, куда мы и направились в первую очередь для знакомства с удивительным городом будущего Астаной. Экспо 2017 в Астане – один из ключевых национальных проектов Казахстана. Никогда раньше экспозиция подобных масштабов не проходила в странах Центральной Азии и СНГ. Более того, впервые в мировой истории проведения Экспо его лейтмотивом определены зеленые технологии, от реализации которых зависит будущее нашей планеты. В Экспо 2017 приняли участие представители 17 европейских, 8 американских, 11 африканских, 10 стран СНГ и 22 стран Азии и Тихого океана. Крупнейшую в мире выставку технических достижений в Астане посетило более 4 миллионов человек. Сегодня Казахстан и Астана в фокусе внимания всей Центральной Евразии, а новый деловой центр столицы Экспо открывает дорогу технологиям, перспективам и дает колоссальный импульс развитию бизнеса. Экосистема для бизнес-сообщества включает в себя Международный финансовый центр Астана, технопарк IT-стартапов Астана Хаб, Астана IT University, уникальный бизнес-центр класса А. Он сочетает в себе высокую функциональность, современные технологии и развитую инфраструктуру.
Один из крупных инновационных проектов — Международный финансовый центр Астана. Это ведущий центр финансовых услуг в евразийском пространстве, а также хаб, соединяющий финансовые рынки Казахстана, Европы и Азии. — 236 футбольных полей. Именно столько стадионов можно разместить на территории выставочного комплекса «Экспо». Его общая площадь — 174 гектара. В центре музей будущего «Нуралем», что с казахского языка переводится как «Светлый мир». Это самое высокое в мире здание в виде шара. Итак, Алина, скажите мне, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Сейчас мы на 8-м этаже, и он посвящен будущему Астаны. Мы с вами направляемся по стеклянному мосту. Если вы посмотрите вниз, то увидите другие уровни. Сейчас мы находимся на высоте 95 метров. Если я правильно понимаю, это стекло аккумулирует солнечную энергию. Да, вы правильно понимаете. Здесь вы можете увидеть фотоэлектрические солнечные панели. Эти панели собирают энергию Солнца и производят из нее электроэнергию. Эта электроэнергия обеспечивает наш музей на 15%. Удивительно! Да, наш музей – это все о будущей энергии. Говоря о будущей энергии и высоких технологиях, нельзя не упомянуть сосредоточие этих двух понятий – робота «Болашак». Это пространство именуется «Будущее Астаны». Здесь вы можете увидеть модель нашего города, а также все здания и достопримечательности Астаны. Примечательно, что проведение Экспо-2017 простимулировало развитие сферы туризма в стране. Радует, что наследие международной выставки и пульс инноваций продолжает свое биение и сегодня, о чем свидетельствует огромное количество иностранных гостей. А вот какие впечатления о столице у туристов из Индонезии. Мы прибыли в Астану вчера утром и были приятно удивлены. И уже начали свое знакомство с этим молодым прекрасным городом. Здесь много футуристических зданий, улицы широкие, прямые. В Джакарте, к примеру, большие пробки, а здесь всегда просторно. Можно сказать, что это город для удобства людей. Здесь все очень хорошо продумано. Улицы широкие, есть парки, тротуары. Очень интересный и красивый мегаполис. Внедрение зеленой экономики через использование альтернативных источников энергии делает Астану городом будущего. Чтобы увидеть, какой станет ваша столица через 10 или 15 лет, мне нужно вернуться и увидеть ее снова. Ваша страна держит устойчивый курс на развитие возобновляемых источников энергии. Это подтверждает, что Казахстан – прогрессивная страна. В технологическом музее будущего собраны самые последние разработки в вопросах ВИА. А каждый этаж посвящен и раскрывает тему энергии, начиная от энергии космоса, солнца, ветра, воды, биомассы, заканчивая кинетической энергией. Шестой этаж посвящен солнечной энергии. Здесь мы можем ознакомиться с мифологией о Солнце. В целом, древние люди в некоторых цивилизациях считали Солнце богом. Древние казахи также имели представление о Солнце. Например, на скалах вы можете видеть антропоморфные изображения людей с солнечными головами. Это также подтверждает, что древние казахи верили, что Солнце – это Бог.
Все инновационные разработки, представленные на Экспо 2017, находятся в нашем музее, и одной из них является Solar Impulse. Этот самолет из Швейцарии совершил мировое путешествие за 21 день, сделав всего 17 посадок. Удивительно, что для этого путешествия использовалась только солнечная энергия. Удивительно! В экспозиции выставки представлены как одни из первых образцов автомобилей, использующие для передвижения солнечную энергию, так и современные концепт-кары. Спустившись на этаж ниже, мы узнали все о ветроэнергетике. Это шкала Фрэнсиса Бофорта. Эта шкала предназначена для измерения силы ветра. Здесь вы можете увидеть скорость ветра, название и классификацию ветра. В этой комнате вы можете ощутить 3-ю, 5-ю и 7-ю ступени ветра. Удивительно! Мы решили поэкспериментировать и почувствовать на себе силу энергии ветра. Ну что сказать, по ощущениям, ничего необычного с учетом нашего резко континентального климата. Поверьте, такие ветра вы можете ощутить во многих регионах Казахстана. На поверхности сферы были установлены 2 бесшумных ветровых генератора. На этом этаже также можно узнать много интересных фактов, как возникает торнадо или северное сияние. Есть 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как люди восхищаются этой арт-инсталляцией. Ее автор — американский художник Даниэль Вурцель. А сама инсталляция носит название «Танец воздуха», ведь именно потоки воздуха вдыхают жизнь в этот арт-объект. На 4-м этаже музея можно узнать об универсальном источнике регенеративной энергии будущего — энергии биомассы. Кроме того, посетители могут провести опыты в лаборатории и получить практические знания о получении энергии из биомассы в процессе фотосинтеза. Здесь собраны все лучшие разработки и инновации биотехнической лаборатории Астаны. Например, этот медицинский клей, который используется в хирургии, изготовлен из ракушек, а биоцемент произведен из песка. 3-й этаж посвящен кинетической энергии или энергии движения. Этот зал очень популярен среди юных посетителей. К примеру, крутя педали на этом велогенераторе, можно преобразовать механическую энергию в электрическую. Перед вами образец получения кинетической энергии. Эта обувь с помощью специального устройства способна преобразовывать кинетическую энергию в электрическую. Например, во время прогулки с помощью преобразованной энергии вы сможете заряжать свои телефоны. Ну, это точно то, что мне нужно. В нашем проекте мы много путешествуем. Думаю, я приобрету для себя такую уникальную обувь. 1-й этаж площадью 5000 квадратных метров отведен под национальный павильон и включает в себя историю страны, традиции и культуру Казахстана. Ребята, это действительно интересно! Знакомство с настоящим и будущим Казахстана. Есть и короткая анимация. Давайте посмотрим. Вот, примерно так. Стоит отметить, что это оригинал голоса великого казахского певца Амрека Шаубаева, выступившего еще в 1925 году на Всемирной выставке в Париже. Грандиозный европейский успех Амре, словно аманат, повторила и Экспо 2017 в Казахстане. Недалеко от территории Экспо расположилась самая большая мечеть в Центральной Азии. И, конечно же, мы не смогли не заглянуть туда. Монументальность в сочетании с легкостью. Плод трудов лучших зодчих мира. Я сейчас нахожусь в самом большом в Казахстане и в Центральной Азии мусульманском храме. Это главная мечеть города Астаны.
Входная дверь мечети считается одной из самых высоких деревянных дверей в мире. Она изготовлена вручную из твердой древесины ирокко, произрастающей в тропической Африке. Ее высота 12,4 метра, вес 1,5 тонны. Двери украшены казахскими узорами, а внешние стены — белой арабской вязью на синем фоне. Центральная мечеть столицы гармонично сочетает в себе классическое исламское архитектурное искусство и традиционный казахский стиль. На первом и втором этажах помимо места для молитвы расположены учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, читальный зал Корана и телестудия. Общая вместимость мечети составляет 235 тысяч человек. Такое количество людей может стоять в рядах и молиться одновременно. По вместимости главная мечеть столицы входит в десятку крупнейших мечетей мира. Стены мечети и внутренняя часть купола украшены красочной резьбой, узорами, стихами из Корана и молитвами. Узоры в основном казахские. На стене со стороны киблы вырезаны 99 имен Аллаха. В центре головного зала под куполом висит люстра, которая считается одной из самых больших в мире. Ее диаметр 27 метров, а вес 20 тонн. Она выполнена из более 1 миллиона хрустальных панелей. Стоит отметить, что это не только самая большая мечеть в Средней Азии, но и самая технологичная. Здесь есть подогрев мраморных полов, урны для пожертвования оборудованы QR-кодами, а арабскую каллиграфию на стенах украшают светодиоды. Ваши впечатления от центральной мечети? Она нам понравилась еще снаружи, но как только мы вошли вовнутрь, то как будто оказались в сказочном одухотворенном месте. Сдержанная цветовая гамма пространства, необычная архитектура говорят о том, что в этом храме есть много энергии. Несмотря на то, что я приверженец другой веры, здесь я смог полностью расслабиться и помедитировать. Я любовался мечетью, находясь в других частях города, ее ведь видно издалека, и решил для себя, что обязательно, прежде чем уехать, загляну сюда. Конечно, мечеть красива снаружи, но внутри она по-особенному притягательна. Масштаб, архитектура, дизайн поражают воображение и как будто бы еще больше укрепляют вашу веру. Отсюда не хочется уходить. А что еще вас впечатлило в Астане? О, этот мегаполис действительно впечатляет. Люди здесь очень дружелюбные и гостеприимные. И здесь много пространства. Мне это очень нравится. Здесь не так многолюдно. И, конечно, сама архитектура города необычна. Большинство зданий футуристические. Ничего подобного я не видел в других городах. Так что это действительно красивое место. Замечательно. Спасибо. Под мечетью построен специальный туннель. Городские автобусы доставляют пассажиров от подземной станции до мечети. Это очень удобно в случае непогоды. Отмечу, что мечеть после открытия стала одним из самых посещаемых мест горожанами и гостями столицы. Помимо статуса делового центра страны, за Астаной уже давно закрепилось звание и культурной столицы Казахстана. Ежегодно здесь проходят различные международные выставки, музыкальные мероприятия и фестивали. Мы находимся в Центре современного искусства Куланши. Эта галерея стала знаменательной точкой на карте культурной жизни столицы. Работа здесь построена по двум направлениям: проведение выставок молодых художников и образовательная деятельность. Главная миссия арт-пространства — открыть для жителей и гостей столицы новые имена в современном искусстве. Особенно порадовал интерес среди молодежи к арт-живописи. На выставке были представлены работы 3 разных авторов, и нас привлекли портреты казахских женщин, выполненные в необычной технике.
Это картины на коврах. Здесь используется комбинированная техника с использованием акриловых и аэрозольных красок. С первого взгляда действительно трудно сказать, что это за изображение на самом деле. So for the concepts, all her works to represent Kazakh, Turkic. Согласно задумке автора, здесь представлены казахские и тюркские женщины, представительницы Великой Степи. Чаще всего это вымышленные персонажи, фантазии художницы на тему, как могла бы выглядеть девушка тех времен. Но здесь есть и реальные исторические личности нашего народа. Автор попыталась объединить в целостную композицию орнаменты на ковре с портретом степной женщины в головном уборе с традиционными украшениями. Это коллаборация со всеми техниками одновременно. И это как бы придает вам ощущение объема, пространства, чего-то реального. Все настолько реалистично, будто бы с полотен на вас смотрят амазонки Великой Степи. Легендарная Томирис, бесстрашная Айбике Батыр, мудрая Суинбике, воинственная Гаухар Батыр. Выдающиеся женщины нашей истории, пример с которых сегодня берут многие современные казахстанки. Казахстанские художники уже давно заявили о себе на мировой арт-сцене. Выставки современного изобразительного искусства отечественных авторов часто посещают и иностранные туристы. Так, гость из Южной Америки Пабло признался, что раньше никогда не видел подобных картин. Но больше всего он впечатлен городом. По словам Пабло, наша столица сама выглядит как арт-объект. Что вы можете сказать об Астане? Приятно удивляют темпы развития вашей страны и столицы. Город очень чистый, безопасный, здесь очень доброжелательные горожане. Это настоящий шок для меня. А мне есть с чем сравнивать. Находясь на другом конце света, в Южной Америке, оказывается, я ничего не знал о вашей стране. 2 дня назад я встретил испанцев. Они здесь уже неделю. И впечатления, и эмоции от города и страны у нас схожие. Спасибо. Вдохновленные искусством и творчеством, мы решили продолжить культурное путешествие по столице и посетить одно из последних произведений культовой архитектуры футуристической Астаны. Пешеходный мост Атырау, который находится в центре исторической части Астаны. Сооружение – обладатель престижной архитектурной премии Arc Daily and Strelka Award и место притяжения для гостей столицы. Астанинцы называют его по-разному. Кто-то Атырауский мост, а кто-то Рыбий. И да, сверху он похож на рыбу с чешуей. Известным далеко за пределами нашей страны этот мост стал благодаря фотографу National Geographic Джорджу Штайнменцу. Футуристическая конструкция сегодня – место притяжения для туристов и жителей мегаполиса. Сегодня мы открыли для вас Астану как город, где реализованы самые смелые дизайнерские мысли архитекторов с мировым именем, обрамленные национальным колоритом. Но наша столица многогранна, и о другой Астане мы расскажем вам в следующих выпусках. Астана поражает воображение туристов и гостей города обилием современных футуристических зданий и сооружений. О казахстанской столице можно говорить много, но лучше всю эту роскошь и красоту увидеть собственными глазами. До новых увлекательных встреч на просторах моей любимой родины!